В истории каждого народа в силу различных причин бывают периоды, когда забывается нравственное величие предков, когда утрачивается накопленный духовный опыт. Это очень опасное время для любой нации. Духовная амнезия и нравственное безразличие для народа гораздо опаснее кровавых войн и стихийных бедствий. Но нет на земле народа, который бы не хранил в самых глубинных уголках своей памяти нравственный опыт предков. Нет народа, который не имел бы богатой культурной и духовной истории, дающей возможность в самых сложных исторических условиях ухватиться за спасительную нить нравственной культуры, способной вывести его из тьмы смутного времени. Для чеченцев подобной спасительной нитью является древний этический кодекс Коонахалла, в котором отразился духовный опыт народа, социальные и политические особенности его исторического существования. В основе кодекса лежит культ Коонаха, достойного сына своего народа, главным смыслом жизни которого является служение отчизне. Буквально понятие «коонах» переводится как «сын народа» и является не случайным и вполне обоснованным. Согласно историческим преданиям, орден Коонахи был влиятельным воинским объединением, которое играло важную роль в политической жизни страны. Поведение Коонаха и образ его жизни жестко регламентировались. Малейшее отклонение от норм кодекса лишало его этого высокого звания. Поэтому уже в то время понятие «коонах» стало синонимом чести, мужества и благородства. Но и после того, как орден прекратил свое существование, коонахами чеченцы по-прежнему считали людей, которые сочетали в себе высокие моральные качества с беззаветным служением своему народу и отечеству. И со временем древний воинский кодекс трансформировался в общенациональный этический кодекс. Кодекс Коонахалла в определенной мере перекликается с европейским рыцарским кодексом и бусидо японских самураев. Во всех них мужество осмысливается прежде всего как выдержка и самообладание в любой ситуации, а честь признается единственным сокровищем, за которое можно отдать жизнь, не раздумывая. Рыцаря, самурая и коонаха отличает благородство по отношению к врагу и желание победить его в равном и открытом бою. Их характерной чертой является проявление уважения к побежденному врагу и его личному достоинству. Принципиальное отличие кодекса рыцаря и бусидо состоит в сословном характере, где верность господину является первостепенным качеством. Кодекс же Коонахалла является демократической этической системой. Он не признает сословных и имущественных ограничений. Коонахом может стать каждый, если достигнет определенного нравственного совершенства. Коонах проявляет уважение к другим, независимо от их сословной принадлежности, их материального достатка, а по их личным качествам. Долг Коонаха – это внутреннее осознание своей священной миссии служения Родине. Это акт доброй воли. Для Коонаха важно не только следование своему долгу, но и нравственное соответствие этой высокой миссии. Иначе она будет несостоятельной. В ценностной шкале чеченцев выделяется 3 уровня категорий. Первый – радующие глаз, то есть видимые. Ларам – почтительность, уважение. Йох
лицо, гилак – этикет. Второе – радующие сердце, то есть менее заметные. Инхетам – милосердие. Ниисо – справедливость. Эсденгала – благородство. Третье – невидимые. Адамалла – человечность. Ценоа – духовная чистота. Эс – память. Собор – выдержка, терпение. Именно невидимые ценности считаются базовыми и присущими прежде всего коноху. Главной целью и смыслом жизни коноха является служение своему народу и Отечеству. Интересы народа и Отечества для него всегда выше личных интересов. Ради Отечества он готов пожертвовать жизнью, но никогда и ни при каких обстоятельствах конох не поступается личным достоинством.